Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер все еще. И мы продолжаем свое путешествие в Азербайджане. Отправляемся из Сумгаита в Баку на комфортабельном автобусе. Мы приобрели Баку карт, пополнили ее. И хочу отметить, что проезд в Азербайджане стоит недорого. Например, из Сумгаита в Баку можно доехать за 1 манат. То есть за 50 центов на таком автобусе или на скоростном поезде. Представляете? Отдельное спасибо за такую возможность властям Азербайджана. Сегодня очень жарко, но мы не унываем, потому что нас ждет удивительная и контрастная столица Азербайджана. Город, в котором прошлое встречается с будущим буквально на каждом шагу. Здесь можно увидеть старинные каменные дома, узкие восточные улочки и крепостные стены. А буквально через несколько минут оказаться среди современных проспектов, роскошных зданий и небоскребов. Так что поехали вместе с нами знакомиться с Баку. Итак, мы подъезжаем к Баку, крупнейшему городу Азербайджана, расположенному на берегу Каспийского моря. Сегодня здесь живет около 2 миллионов 356 тысяч человек. Город находится на 28 метров ниже уровня Мирового океана, что делает его самой низкорасположенной столицей в мире. Особенностью бакинской погоды – это сильные ветры со стороны Каспийского моря, из-за чего город иногда называют городом ветров. Первые письменные упоминания о Баку относятся к V веку. В XII веке после разрушительного землетрясения в Шамахе столицу государства Ширваншахов перенесли в Баку. Это дало мощный толчок его развитию. В этот период была возведена крепость Ичери-Шехер с мощными стенами. А в конце XIX и начале XX века, во время нефтяного бума, Баку превратился в один из главных мировых центров добычи нефти. Именно в этот период в городе появились роскошные особняки, построенные по проектам европейских архитекторов. Идемте с нами. И наша первая остановка – самое сердце древнего Баку. Старый город, или по-азербайджански Ичери-Шехер. Мы вышли на одноименной станции метро Ичери-Шехер. Станция находится прямо у исторического центра, и отсюда начинается настоящее путешествие в прошлое. Кстати, эта станция была открыта еще в 1967 году и первоначально называлась Баку-Совети. В 2007 году ее переименовали в Ичери-Шехер. Сегодня у станции необычный современный вход, стеклянная конструкция в форме пирамиды. И практически сразу нас встретил памятник известному азербайджанскому поэту Али-ага Вахиду. А рядом мы неожиданно увидели корреспондентов телевидения. Кажется, в Баку новости проходят прямо на улицах. Здесь как маленький фонтанчик, можно руки помыть. Но здесь, оказывается, раньше делали омовение, чтобы потом сделать намаз. В Азербайджане очень любят кошек, впрочем, и собак тоже. На улицах довольно часто можно увидеть, как местные жители кормят животных, оставляют для них воду и просто заботятся о них. Конечно, до Турции Азербайджану в этом плане еще далеко. Мне кажется, Турцию по любви к уличным кошкам переплюнуть практически невозможно. Но здесь тоже чувствуется особое отношение к животным. И, честно говоря, выйдя из метро, Баку меня сразу действительно впечатлил. Какая архитектура, какие здания. С одной стороны, старинные каменные стены и здания, которым уже много десятилетий и даже столетий. А с другой – ухоженные улицы, красивые фасады, современный городской ритм. От станции метро Ичери-Шехер к старому городу дорога тоже очень интересная. Мы проходим рядом с филармоническим садом, одним из самых красивых зеленых уголков исторического центра Баку. Этот парк известен также как Губернаторский сад. Его история начинается еще в XIX веке. А сегодня здесь можно спрятаться от палящего азербайджанского солнца среди зелени и фонтанов. Фонтаны вечером бывают, где-то после 6-7 вот так. Зелень.
зелень, вот разные деревья, елки, пальмы. Как будто мы где-то на курорте. А неподалеку находится Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева. Красивое здание, которое прекрасно вписывается в историческую атмосферу этого района. Интересно, что изначально это вообще не было филармонией. Изначально оно называлось «Летнее помещение общественного собрания» и предназначалось для бакинской городской элиты. За архитектурный образец во многом взяли здание Монте-Карло, поэтому в облике филармонии можно увидеть европейские черты. Здесь устраивали музыкальные вечера, концерты, литературные мероприятия, банкеты и играли в карты. В 1936 году была официально создана Азербайджанская государственная филармония. Почему филармония носит имя Муслима Магомаева? В 1937 году зданию было присвоено имя выдающегося азербайджанского композитора Муслима Магомаева, автора опер «Шах Исмаил» и «Наргиз». И это не тот Муслим Магомаев, которого все знают, знаменитого советского эстрадного певца, а его дед, композитор и дирижер. Филармония и окружающий ее филармонический сад – это единый исторический ансамбль. Люди вот так сидят. А, это кафе? И там, да. И она вот так, кто-то вот так играет. Да, ну вот это вечернее кафе. Видимо, вечером и расставляют здесь стулья, столики и живая музыка. Впереди виднеется здание пятизвездочного отеля Four Seasons, 4 сезона. Раньше здесь был губернаторский дом, который полностью снесли. А этот отель предлагает роскошные условия проживания с незабываемыми видами на старый город и Каспийское море. И вот мы подходим к старому городу. Ичери-Шехер – это настоящий город внутри города. Он окружен древними крепостными стенами, а внутри сохранились узкие улочки, старинные дома, мечети, караван-сараи, бани и многочисленные исторические памятники. В 2000 году Ичери-Шехер вместе с Девичьей башней и дворцом Ширваншаха был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь хочется просто остановиться и рассмотреть каждый дом, каждый балкон и каждую деталь. И самое удивительное, старый город не является просто музеем. Здесь до сих пор живут люди. Работают кафе, магазины, мастерские, музеи. Это настоящий живой исторический город. «Черт побери!» Эта фраза знакома каждому, кто хоть раз смотрел «Бриллиантовую руку». Но знаете ли вы, что Стамбул из фильма на самом деле снимали вовсе не в Турции, а в Баку? Да, роль заграничного города сыграл старый город Ичери-Шехер. И сейчас мы находимся здесь, где снимали этот фильм. На улице Кичик-Гала, Малая крепость. Сегодня на этом месте находится сувенирный магазин и кафе «Черт побери» или «Бриллиантовая рука». Внутри можно встретить восковые фигуры героев. Там у нас логово есть контрабандистов. Баку также сыграл важную роль в создании культового советского фильма «Человек-амфибия» по одноименному роману Александра Беляева. По сюжету действие происходит в латиноамериканском портовом городе Буэнос-Айрес, и эту роль исполнил советский Баку. Улицы декорировали, развесили плакаты на испанском языке, установили неоновые вывески, а на стенах появились надписи латинскими буквами. Например, возле Девичьей башни появился логотип «Феликс». Также было построено кафе на крыше одного из домов. Впереди вот минарет, там мечеть. Впереди посадочные места, там проходила Формула-1. И скоро тоже будет здесь, в Баку.
можно заказать туры. Ну а что, идем дальше. Впереди нас ждут легендарная Девичья башня и дворец Ширваншаха, древние мечети, восточные улочки и, конечно же, самые красивые виды на Баку. А потом мы увидим совсем другой Баку, современный, яркий, стремительно развивающийся. На месте руинов была базарная площадь с хамамами и мечетью. Onları gelince genişlendi şehir. 22 hektar. Eskişehir 22 hektar. Рядом с руинами находится Девичья башня или Гыз-Калисы, одно из самых узнаваемых сооружений Азербайджана. Ее высота 29 метров. И до сих пор точно никто не знает, когда и зачем ее построили. Чаще всего называют 12 век. Но некоторые исследователи считают, что башня гораздо старше. У башни есть необычная деталь – каменный выступ длиной около 10 метров, обращенный в сторону моря. Зачем он нужен? На этот счет есть разные теории. От оборонительной до ритуальной. На башне есть смотровая площадка, и море доходило прямо до башни. Но, как говорится, искусством сыт не будешь. И на голодный желудок думать о духовном довольно сложно. Поэтому мы отправляемся перекусить. И не куда-нибудь, а в уютное кафе прямо напротив Девичьей башни. На улице настоящая жара, а здесь прохладно и комфортно. Можно спокойно отдохнуть, пообедать и насладиться видом на один из самых узнаваемых символов Баку. Здесь открывается прекрасный панорамный вид на Каспийское море, на Девичью башню, на каменные улочки с историческими зданиями. Покажу вам меню с ценами. Внутри кафе очень уютно. На стенах можно рассмотреть различные национальные предметы и элементы азербайджанского быта. И картины. Получается не просто обед, а еще и небольшое знакомство с культурой страны. В старинной части города вас также ждут уютные картинные галереи, где современные классические полотна оживляют стены старинных зданий. А еще не пропустите возможность заглянуть в очаровательные лавки с коврами и сувенирами. Здесь вы найдете настоящее произведение искусства, от традиционных азербайджанских ковров до уникальных этнических украшений и памятных сувениров, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Ну а мы отправляемся дальше. В этом здании в 1944 году останавливался Шарль де Голль. 10 декабря в Кремле подписали договор о союзе и военной помощи между СССР и Францией. Путь оказался для де Голля непрямым. Генерал добрался до Баку через Сирию, Ливан и Тегеран, а потом в Москву. Это бывший особняк, а сейчас на первых этажах красуются красивые витрины брендовых магазинов. Раньше в этом особняке жила семья нефтепромышленника Исабека Гаджинского. А по этой автотрассе часто проезжают автогоночные машины Формулы-1. Первая гонка состоялась в 2016 году, но тогда ее назвали Гран-при Европы. Организаторы хотели сначала протестировать трассу. С 2017 года этап стабильно носит название Гран-при Азербайджана. Контракт регулярно продлевают. Например, его продлили как минимум до 2030 года. У каждого дерева есть свой номер. Да, как красиво. Знаю, да, что дети так хотят.
Дай маме. Такой оригинальный переход. А теперь отправляемся на одну из самых красивых и известных достопримечательностей Баку – Бакинский бульвар или Приморский бульвар. Это огромная прогулочная зона вдоль Каспийского моря, которую сами бакинцы просто называют бульваром. Сегодня здесь можно гулять часами, любоваться морем, современной архитектурой, фонтанами, зеленью и небоскребами Баку. История бульвара насчитывает уже более 100 лет. Его официальное основание относится к 1909 году. Первоначально набережная была значительно меньше, но постепенно расширялась и благоустраивалась. В советское время здесь появлялись кафе, летние кинотеатры и знаменитая маленькая Венеция. Но о ней потом. О, море, море, предано скалам, море возьми меня. Дали. Ну вы поняли, кто это, да? Муслим Магомедович Магомаев родился в 1942 году в Баку. Он был и эстрадным, и оперным певцом, композитором, и киноактером. В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Ушел из жизни в 2008 году, похоронен на аллее почетного захоронения в Баку, рядом со своим дедом, одним из основоположников азербайджанской классической музыки. Был и остается легендой. Песню-мелодию он посвятил своей любимой женщине, жене Тамаре Синявской. На тот момент она жила и работала в Милане, он по ней очень скучал, сочинил эту музыку, мелодию, позвонил ей и по телефону напел ей. Она расплакалась, но, конечно же, вернулась к нему. Вы посмотрите, какая красота, этот бульвар, этот вид на море. В 1998 году Бакинскому Приморскому бульвару был присвоен статус национального парка, а сегодня его протяженность составляет около 16 километров. И самое интересное, здесь удивительным образом встречаются разные эпохи Баку. С одной стороны старый город, историческое здание, девичья башня, а с другой современные небоскребы, торговые центры, необычные архитектурные сооружения. Вот так растут оливки, зеленый сорт. Это яхт-клуб. А вот и яхты. Нет, ванну нельзя, радость нельзя. Я тебя держу. Молодец. Это аппарат президента. Представьте себе, посреди Бакинского бульвара целая система каналов с гондолами. Это Малая Венеция, маленький итальянский уголок в Азербайджане. Официально комплекс открыли в 1960 году.
Это не просто каналы, а целая система нескольких островов, соединенных арочными мостиками, зелеными зонами, кронами деревьев, кафе с видом на воду. После распада СССР место немного пришло в упадок, но в 2011 году президент Ильхам Алиев дал поручение о реконструкции, и в 2012 году Малую Венецию открыли заново. Во время обновления структуру сохранили, но расширили каналы, поставили новые гондолы, добавили мосты и рестораны. А вы знаете, что Нобелевская премия во многом обязана бакинской нефти? В следующем видео я постараюсь вам рассказать историю братьев Нобеля в Баку. Как из простой поездки за древесиной выросла одна из крупнейших нефтяных империй XIX века. Какие революционные технологии они внедрили и что от их наследства осталось в современном Баку. Расскажу про первый в мире танкер, первый нефтепровод в России, уникальный музей Вилла Петролия, где находится резиденция братьев Нобель. Мне кажется, именно на бульваре особенно хорошо ощущается характер современного Баку. Здесь рядом находится Каспийское море, история, восточная культура и очень современные здания. Они здесь все как на ладони. Прямо на бульваре находится знаменитый музей азербайджанского ковра. Само здание напоминает огромный свернутый ковер и стало одним из архитектурных символов современного Баку. В коллекции музея находится более 6000 ковров. Но туда мы зайдем в другой раз, так как на это надо выделить полдня. Эти скамейки универсальные. Хочешь, так сидишь, отдыхаешь, раз вспомнил, что покушать надо или поработать. Опа! Если кушаешь или печатаешь. Вот идея, лайфхак. Однако фантастика дизайна 60 годов прошлого века по-прежнему жив в памяти людей. Посмотрите, сколько шишек. Здесь же в центре есть и теннисный клуб. Небольшой, но уютный. С той стороны тоже. Все, что осталось от Формулы-1. Вот они уже так долгое время разбирают, как разберут, потом опять начнут собирать. Видите вот эту вот площадь с такими будками? Вот эта площадь, как в Нюрнберге есть ярмарка, да? Рождественская. Вот здесь вот Новый год проходит, Навруз проходит, тоже на этой площади. Экспресс-стрижка. Раз тебе нужно куда-то пойти красивым, вот здесь быстренько постриглась, уложилась и ушла. Пришли в центр, а здесь тоже такая красота, столько кафешек. Ну что, отправляемся гулять по самому сердцу Баку, туда, где чувствуется настоящий бакинский вайб. Сегодня у нас есть настоящий проводник по Баку. Местная жительница Бакинка Улькер любезно согласилась показать нам свой город.
рассказать о любимых местах и познакомить нас с Баку глазами человека, который здесь живет. Улькер, огромное тебе спасибо за гостеприимство, время и желание показать нам город. Благодаря тебе наша прогулка получилась намного интереснее, теплее и понятнее. А мы продолжаем гулять по центру Баку, смотрим, где любят отдыхать бакинцы, заглядываем в кафе и просто наслаждаемся этим невероятным городским вайбом. Это Хуршидбану Натаван, она писатель, женщина, Азербайджан, Türkiye. Местная полиция. Такой вторник. Такое интересное старинное здание. Вот в Баку и магазин Росман. Это немецкий супермаркет бытовой химии, косметики, все для дома. Улькер, что это за улица, что за площадь? Эта улица раньше называлась Площадь фонтанов. Здесь были очень такие большие фонтаны. А вот что осталось, да, от них? Да, вот от этот них фонтан? вот этот, старые фонтаны убрали, вот этот фонтан. Ага. И еще там вот такими кружочками, вот там видно. Вот там впереди? Да, Еще вот будут- там, Да, кружочками. кружочками. Да, но старый фонтан был лучше, красивее, интереснее, не знаю. Наше детство здесь прошло. Я думаю, эти фонтаны вернули бы, было бы хорошо. А вот здесь вот оставили теперь как такой, да, прогулочный променад. Да. Гулять. Ну тогда тоже гуляли, было место. И было красиво. Он же некрасивый. Вот что осталось от фонтана. Я вот Вот здесь сейчас кажется, Анадолу плохого осталось. Да, конечно, я вот еще раз повторяюсь, но я не ожидала от Баку такого очарования. Все современно, чисто, аккуратно. Чинар, как кондитерская. Здесь вот, как турецкие сладости, да? Здесь же делают и кутабы. Говорят, что владелец грузинка. И... Это грузинская кондитерская, да? Да, ну тут и круассаны есть, и торты вкусные, очень вкусно, всем советую. Здесь вкусный донер. Здесь такая очередь. Такие здания похожи, как будто это французские здания, как будто мы во Франции. И не зря я так думаю, потому что здесь еще и французский флаг. А это значит, что в этом здании находится французское посольство. Вот так вот закрывают кондиционеры, чтобы не портить вид.
Никаких заборов, никаких решеток, да? Местные жители здесь тоже рекомендуют покупать выпечку. Рабочий обслуживание ресторана. А где вы? Я оттуда их пропускал. Вот здесь бренд Made in Azerbaijan, да, Зербаб, национальную одежду. Это парк молока. Это называется Анжир, это местный как бренд. И тут разные ручные работы, азербайджанские бренды. Все очень красиво, все со вкусом прям. А лампа какая интересная. Друзья, первый день в Баку закончился. Продолжение следует.